С завтрашнего дня в России всеобщий масочный режим. Постановление об этом подписала главный санитарный врач Анна Попова. Документ предписывает носить маски в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, на парковках и даже в лифтах. Также запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия организации услуг общественного питания в период с 11 вечера до 6 утра. Ну и регионам поручено обеспечить не менее 150 лабораторных исследований на 100 тысяч человек. Эти меры, как поясняется, вводятся в связи с продолжающимся глобальным распространением COVID-19. И вот новые данные по эпидобстановке. За сутки в нашей республике 206 новых заболевших. При этом выздоровело больше 150 пациентов. Основной прирост дает сейчас Ухта, Воркута и Сыктывкар. Вот как эти и другие новости в очередном телеобращении к жителям прокомментировал Владимир Уйба. Сегодня в республике лабораторно подтверждены 12 482 случая заболевания коронавирусом. Прирост за сутки 206 человек. В основном сегодня Сыктывкар 71 случай, Ижемский район 32 и Ухта 25. Под медицинским наблюдением 5741 человек. Выздоровели 9333 человека. За сутки мы сегодня хорошо выздоровели 156 человек. С завтрашнего дня на территории России вводится обязательный масочный режим. Такое решение принято главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Анной Юрьевной Поповой в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции. Я обращаю ваше внимание, что маски необходимо носить в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. Сегодня это уже не рекомендация, это требование, которое касается всех, в том числе тех, кто уже переболел коронавирусом и считает, что не представляет опасности для окружающих и не может заразиться сам. Сегодня на заседании правительства республики мы обсудили основные параметры республиканского бюджета на ближайшие 3 года. Я уже говорил, что 2021 год финансово будет сложным, бюджет будет дефицитным. Но несмотря на это, он сохранит социальную направленность. Будут реализованы все запланированные проекты и программы. Продолжится строительство социальных, спортивных, культурных объектов. В ближайшее время проект закона о бюджете Республики Коми будет внесен в Государственный совет Республики.